Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Минкомсвязь России обновила график перехода с аналогового телевещания на цифровое, согласно которому четвертый этап начнется 14 октября в 21 регионе страны. Речь, в частности, идет об Астраханской, Волгоградской, Белгородской, Вологодской областях и Забайкальском крае. 3 июня же на цифру перейдут 17 областей, среди которых Республика Саха-Якутия. Согласно предыдущему графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов должен был пройти в 3 этапа – 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Ранее сообщалось, что перенос на 14 октября отключение аналогового телесигнала в некоторых регионах связан с дачным сезоном. Якутия представила проекты на пленарном заседании Совета губернаторов России и Японии. В перечень ключевых российско-японских проектов по итогам переговоров президента России с премьер-министром Японии было включено строительство в пригороде Якутска круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» по выращиванию овощей и зелени с применением японских технологий. Открытие второй очереди комплекса состоится сегодня, 14 мая. Третья очередь теплицы будет строиться до 2020 года. Также глава республики Айсан Николаев отметил вклад японских компаний в развитие арктической зоны Якутии, где одним из ключевых вопросов является устойчивое энергообеспечение. Напомним, что в ноябре прошлого года в поселке Тикси на берегу Ледовитого океана был запущен ветропарк. В свою очередь японская сторона выразила готовность реализовать в Якутии еще один проект – строительство завода по утилизации мусора. Минфин Якутии совместно с организаторами займа планирует провести работу по размещению облигаций и для населения республики. Размещение 7-летних облигаций объемом 7 миллиардов рублей запланировано на 22 мая. Облигации будут иметь амортизационную систему погашения. Номинал одной облигации – 1000 рублей. По ним будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Ставка первого купона определяется эмитентом по итогам сбора заявок. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона. Организаторами размещения выступят Московский кредитный банк, Сбербанк КИП и БК «Регион». Территории 8 районов Якутии вошли в арктическую зону Российской Федерации. Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее в состав арктической зоны входили территории 5 районов Якутии – Алаиховского, Анабарского, Булунского, Нижнеколымского и Устьянского. Теперь указом президента в арктическую зону вошли еще 8 районов – Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленёкский, Среднеколымский и Эвено-Бытантайский. Алроса в апреле реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию почти на 319 миллионов долларов США. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 315 миллионов 800 тысяч долларов, бриллиантов – 2 миллиона 900 тысяч. На мировом алмазном рынке первые месяцы 2019 года отмечены ослаблением спроса со стороны переработчиков, что связано как с нормализацией запасов на фоне продолжающихся трудностей с привлечением доступного финансирования у Мидстрима в Индии, так и с характерной для нашего рынка цикличностью. Компания сохраняет умеренно позитивный прогноз на ближайшее будущее и ожидает улучшения ситуации на рынке во второй половине этого года. Роструд напомнил о следующих длинных выходных. Они ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября. В Роструде также добавили, что в связи с празднованием Дня России 12 июня, который выпадает на среду, будет один выходной день в середине рабочей недели. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.